В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. День сотрудника органов внутренних дел отмечают сегодня в России. В Мирнинском районе принят комплексный план развития здравоохранения. Якутские лучники завоевали бронзу первенства Сибири и Дальнего Востока. Глава Якутии поздравляет сотрудников органов внутренних дел республики с профессиональным праздником. Айсан Николаев отметил, служба в рядах органов внутренних дел всегда являлась и является примером верности присяге и Отечеству, готовности защитить интересы страны, прийти на помощь людям в самых опасных, сложных, а порой экстремальных ситуациях. Вот уже больше века сотрудники якутской полиции стоят на страже общественного порядка и безопасности жителей республики. Если говорить об итогах работы, то уровень преступности в Якутии остается самым низким среди регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе по тяжким и особо тяжким составам преступлений. Двигаемся далее. Айсан Николаев в ходе рабочей поездки в поселок Айхал Мирнинского района дал ряд поручений для решения проблем в сфере здравоохранения и переселения граждан из аварийного жилья. Поселок, где добывается 27% алмазов компании «Алроса», имеет большие перспективы, а качество жизни местных жителей будет расти, подчеркнул глава Якутии. В ходе поездки Айсан Николаев ознакомился с работой школы, посетил Айхальскую больницу, также вручил сертификаты жителям ряда домов, которые уже в этом году смогут переехать из аварийного жилого фонда. В следующем году техническое оснащение современным медицинским оборудованием в республике будет продолжено. В частности, в Мирнинском районе принят комплексный план развития здравоохранения. В его реализации участвуют региональное правительство, администрация района и компания «Алроса». Это позволит в ближайшие годы решать важнейшие вопросы, связанные с повышением качества первичной медицинской помощи, укреплением материально-технической базы и оснащением больниц современным медоборудованием, привлечением и подготовкой квалифицированных медицинских кадров. Это коснется и Удачнинской больницы. Развитие учреждения также обсудили в ходе визита Айсена Николаева. Здесь, конечно же, есть проблемы, связанные с большим количеством неиспользуемых на сегодня площадей и проблемы, связанные с неукомплектованностью кадрами. Что касается площадей, то прозвучало предложение закрыть поликлиническое отделение и все его перевести в здание больницы, мотивируя это тем, что сегодня и то, и другое здание полностью недозагружено. Вроде бы экономически это целесообразно, но с точки зрения защиты здоровья людей, конечно же, это очень неправильно. Поэтому это предложение мною сегодня отклонено. Я дал поручение, наоборот, усилить здесь работу по появлению новых видов медицинской помощи, в том числе, которые касаются и профилактики заболеваний, и реабилитации. Большое количество площадей специализированных медицинских, как раз здание Удачнинской больницы, оно как раз способно, на мой взгляд, при правильном подходе, правильном ремонте и предоставлению новых услуг быть очень востребованным не только со стороны жителей Удачного, Айхала, но и других наших районов республики. Перейдем к другим темам. Государство может вернуть россиянам деньги за лекарства. Так можно получить налоговый вычет по НДФЛ в сумме оказанных медицинских услуг, а также в размере стоимости лекарств, назначенных по рецепту врача и приобретенных за собственные средства для себя, супруги или супруга, родителей и несовершеннолетних детей в течение налогового периода, за который запрашивается вычет, и не позднее 3 лет после окончания года, в течение которого были приобретены лекарства. Кроме того, налоговым вычетом можно воспользоваться только в случае, если в налоговом периоде у физического лица присутствовали доходы, облагаемые НДФЛ. Специальный чат-бот от Минздрава в Telegram даст советы тем, кто хочет бросить курить. Там можно найти работающие советы как с медицинской, так и с человеческой точки зрения. Кнопку «Мне плохо» на случай, если готовы сорваться, или «Хочу помочь», чтобы поддержать других бросающих. Чтобы полностью отказаться от никотина, в среднем, по оценкам экспертов, человеку требуется 7-11 попыток. Бот в Telegram запущен в рамках нацпроекта «Демография». Планируется, что к
2024 году сокращение потребления никотиносодержащей продукции в нашей стране должно составить 10%. Свежие IT-технологии добрались до Ленска. Первыми испытателями нейрогарнитуры стали воспитанники Центра доп. Образования «Академия знаний». Современная аппаратура предназначена для управления процессами памяти, силой мысли. Как это помогает детям и пожилым людям, узнала Анна Кожевникова. Это воздействие на изменение процессов, происходящих на экране компьютера, наглядно демонстрирует, как нейрогарнитура силой мысли влияет на управление памятью. Способности человеческого мозга сегодня все активнее изучают ученые, и для этого внедряют вот такие инновационные технологии. И они как нельзя, кстати, применимы в обыденной жизни для развития памяти и концентрации внимания у детей, пожилых и людей с различными заболеваниями. Академия знаний Натальи Моисеевой сегодня единственный в Ленске центр доп. Образования, использующий IT-технологии. Обращается очень много детей из многодетных семей, да, каких-то малообеспеченных. Также пенсионеры. Им достаточно дорого оплачивать мои услуги, хотя у меня очень низкие, да, цены. Но тем не менее, я бы хотела выйти на социального предпринимателя, где смогла бы помогать большому количеству людей. А если это станет социальным проектом, то охват людей и польза, конечно, будет колоссальной. Очень классно, что у нас открываются новые направления в образовании, и этим занимаются наши резиденты. Например, у Натальи сегодня идет развитие по направлению IT-технологий. Она закупила нейрогарнитуру, что позволяет силой мысли управлять различными процессами памяти. По изменению мозговых ритмов в разных областях можно судить о том, какие задачи сейчас решает мозг. Например, ритмы меняются при переходе от бодрствования к засыпанию, при умственном напряжении и расслаблении и так далее. Такие нейротехнологии разработаны для реализации нескольких целей. Основные – сбор информации о работе мозга и контроль управления его процессами. Действует гарнитура по аналогу электроэнцефалографии. Соответственно, с помощью нейрогарнитуры можно тренировать мозг и контролировать его работу, что пока еще в диковинку для ленчан. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Москве запустили 4-й дальневосточный экспресс столичного метро. С сегодняшнего дня брендированный поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии подземки. Каждый его вагон посвящен разным регионам Дальневосточного округа. На стенах можно найти информацию про культурные, исторические и природные достопримечательности. В разделах о Якутии рассказывается о празднике Исэх, полюсе холода, якутском кино, уникальной флоре и фауне нашего края. Также в поезде есть отдельные вагоны, посвященные дальневосточному гектару, учебе и работе. Но главной фишкой этого года стал вагон-ресторан. Там представлены рецепты уникальной дальневосточной кухни, в том числе строганина, кумыс и кётчих. Поезд будет курсировать полгода, и предполагается, что он провезет более 2 миллионов пассажиров. Там что? Там целый как это вот... Дальний Восток занимает 40% территории нашей страны, и каждый вагон этого поезда передает такую энергию людей, энергию природы, глубину истории, цивилизации, которые там зарождались, из которых, в общем, становилась вот это величие и мощь нашей страны. В Нерюнгри проходит выставка художника Михаила Кохана. В возрасте 25 лет он окончил Днепропетровское государственное художественное училище. И вот уже более 40 лет создает картины в самых разных жанрах. С художником встретилась Ирина Кичигина. Первая персональная выставка Михаила Григорьевича состоялась в 1996 году в городском музее. 3 ноября этого года в Центре культуры и духовности имени Пушкина открылась уже 4-я персональная выставка. На ней представлены в основном пейзажи, но есть и портреты, и натюрморты. Помимо этого, работы Михаила Кохана ранее были представлены на выставках в Нерюнгри и Якутске. Сейчас художник занимается росписью храма Иоанна Кронштадтского в поселке Беркакит. Эту работу Михаил считает за честь. Соблюдая церковные каноны, нужно работу выполнить. Ну вот так вот я предложил, вот иконостас в храме уже готовый был. Вот, и как бы вот все равно нужно наполнить храм рисунком каким-то. Вот. Я предложил, вот орнамент скопировался, иконостасы, именно как бы по периметру всего помещения. Вот этот орнамент продолжаем. Вот, и будет хорошо, я надеюсь.
Одним из преданных поклонников творчества Михаила Кохана является его внук Артем. Мальчик помогает в проведении выставки, рассказывая посетителям о картинах и о дедушке, когда сам художник отсутствует. С особой теплотой Артем относится к подарку, который получил однажды на свой день рождения. Мне очень приятно. Каждый раз, когда я захожу в свою комнату, я вижу эту картину. Я восторгаюсь ей, несмотря на то, что она уже многие годы висит. Я смотрю на нее и вижу даль, вижу Нерюнгри и тайгу. За всю свою жизнь из-под пера мастера вышло более 1500 картин. И это далеко не предел его творческого потенциала. Ведь вдохновляется художник красотами якутской природы. Это вечная тема, которая прекрасным узором ложится на полотна красками Михаила Кохана. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Книгу под названием «Невероятная история Кындыкан» презентовали в Якутске. Сказку про девочку, найденную в стойбище вблизи Верхоянских гор, написала молодой писатель Лидия Тарасова. Книга вышла на русском и венкийском языках. Далее ее переведут на английский язык. Работа заняла первое место на международном конкурсе «Белый мир Арктики» через призму детской книги. Выпуск книги поддержала компания «Алроса». Сейчас члены творческого объединения «Кындыкан» реализуют разные проекты. Это и выпуски книги, экспедиции к местам проживания коренных малочисленных народов. Они установили в стойбищах спутниковые оборудование и интернет. Кроме этого, к творческим проектам относят создание красочных фото и видеосерий. Сам по себе сюжет уже, в принципе, готовый. Нам оставалось только добавить героев, немножко расширить сюжетную линию. И работа была коллективная, то есть отработка по сюжету шла вместе с экспертами. Мы разговаривали с носителями языка, с лингвистами о том, как действительно могло это быть в реалиях Севера, как это могло быть в реалиях стойбища, чтобы не выдумывать, а исходить из настоящих условий, в которых жила Кындыкан. Якутская сборная выиграла бронзовую награду первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука в Улан-Удэ. Якутию представили две команды: женская Арианна Максимова, Белла Сыромятникова, Даяна Федорова и мужская Валентин Яковлев, Сергей Андреев и Айсен Николаев. Соревнования проходили с 4 по 8 ноября. В первенстве приняли участие команды 11 регионов. Наши корреспонденты следят за развитием событий в республике и за ее пределами. Еще больше информации на наших официальных сайтах. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.